Маркс, вы знаете, вот у него там перечислено, он у нас и экономист, и философ, и социолог, и писатель, и поэт, и лингвист, и историк, и политический журналист. У него очень много ипостасей, он очень разносторонний был человек. Так? Вот. Но мы знаем его прежде всего по двум крупнейшим его произведениям. Это «Манифест коммунистической партии», самое популярное вот произведение, и «Капитал. Критика политической экономии». Вот эти два труда наиболее популярны в мире. И, значит, я вот хочу, открывая митинг, сказать, что все коммунисты, кто хочет действительно считать себя настоящим коммунистом, он должен начинать с Маркса и Энгельса, с их трудов. Если он не знает Маркса и Энгельса, это уже большой пробел. Все началось с них, с научного коммунизма, который создали эти два теоретика. Можно изучать Ленина, Сталина и так далее, но если вы Маркса не знаете, ну, вы полноценным коммунистом считаться не можете. Вот. Ленин в свое время тоже вот говорил об этом. Я хочу предоставить слово второму секретарю Якутского райискома КПРФ, который тоже скажет свое слово и выполнит миссию. Күнү товарищар, бүгүн биһиги Карл Маркс 200 састах 205 сыллах күнүн билетери турабыт. Билетери Карл Маркс этергеле кияймак ыраханатын кумагы тиһен коңомон этергеле бия халыпы кии болот. Биги мана турачанлар бары кини верагын ылынан, кини верагын өретен, kini yörağın belediyeler dön bolan durur. Ondan yine barabeten gününden iki günlük bu Karl Marx 200 hatta günden kadar ne yapıyorlar. Ondan sonra bugün hevesli bir çat bile bu mühim bile ondan başka kadar bu hevesli bir çat terillerden kırcık Küçükler informasyonu, küçükler bola sorar bola önünü araçlar, kuruyar, bir alanlar jurnalistler bu seri alan olarak tutara bir gider küçükler bililer jurnalistler bu heveske soyu heriganinden adar durur tutara bir jonlar bu o jurnalistler bu beni kamera tutargalı güde heveske bola olsa bu jonlar. Onun bollağına bu kinleri tekten kinler çesteriyer kinler Дюгаттарыгар, Омуин, Петуна, журналист Кузенал. В этот день я хочу передать слова приветствия от имени Виктора Николаевича Губарева, первого секретаря Якутского райискома КПРФ, который сейчас находится в командировке Республики Донбасс. И, соответственно, непосредственно там и сейчас, где проходит специальная военная операция, встречается с нашими земляками и передает слова приветствия нашим товарищам, нашим землякам. В этот день мы отмечаем, вот как сказал Никита Иванович, отмечаем день рождения Карла Маркса. В этот день мы отмечаем день советской печати. Мы чтим, уважаем и любим наших журналистов, которые стояли у истоков создания нашей партийной республиканской партийной организации, которые стояли у истоков создания целого Советского Союза как государства, и те журналисты, которые стояли в защиту нашей Родины, которые полегли за волю братьев. Мы их всех чтим, мы всех уважаем и им поклоняем. Хочу, чтобы выступили от молодежи, от наших сторонников. Вы знаете, братьев Дронов, да, которые возглавляют движение «Левый фронт». Вот. Ну, они наши сторонники, и на этих выборах, я думаю, нам помогать. Слово предоставляется Павлу Дрону. Они оба историки, оба работают в институте. Добрый день, уважаемые товарищи. Разрешите вас поздравить с этой знаменательной датой, с 205-летием со дня рождения Карла Маркса. Ну, хотелось бы, конечно, полностью согласиться с уважаемым нашим тоже преподавателем Иннокентием Ивановичем, что без знания Маркса, без вот этой теоретической базы нельзя считать себя коммунистом, нельзя учить других. Ну, мы с
с братом тоже при преподавании, допустим, философии, там, истории и так далее, тоже это учитываем, разумеется, в рамках законодательства, поскольку политическая пропаганда в учебных заведениях запрещена, но в рамках законодательства, во-первых, разъяснять их учение, их роль в истории, философии, получается, экономике, политике. Кроме того, проводятся также занятия уже как вне рамок официальной программы с желающими марксистских кружков, где вот как раз изучаются работы и Маркса, и Энгельса, и Ленина. Но это что касательно теории. Что касательно современной практики, то хотелось бы сказать, что, на мой взгляд, именно учение Маркса, оно принадлежит, я полагаю, что вы разделяете эти убеждения, раз здесь находитесь, учение Маркса принадлежит не только прошлому, но и учение Маркса принадлежит будущему. И события, которые сейчас происходят в мире, мы видим и во Франции борьба против пенсионной реформы, повышения пенсионного возраста остро проходит, и в Турции проходит борьба за права рабочих, и во многих других странах, и по всему миру, что мы видим, что это проходит именно под красными знаменами, под знаменем Маркса. Ну и если касаясь нынешнего вот конфликта, в котором наша страна находится, то мы знаем, что действительно там КПРФ помогает, и Виктор Николаевич, и так далее, и все это, конечно, правильно, помощь людям, но тем не менее хотелось бы подчеркнуть, что по-настоящему возрождение Советского Союза и единство советского народа, оно возможно только с идеями Маркса, только под знаменем Маркса, под знаменем Ленина, и не просто под знаменем, как сейчас, к сожалению, представители власти порой и ходят под красными знаменами и примазываются к Великой Победе, но однако, как мы знаем, мавзолей Ленина так стыдливо закрывают в День Победы на Красной площади, я имею в виду. Поэтому хотелось бы сказать, что только если действительно будет поворот к социализму, к коммунизму под знаменем Маркса, только тогда возможен успех и рабочего класса, и нашего народа. Благодарю. Спасибо. Да, и хочу предоставить слово специально Виктору Алексеевичу, пожалуйста, Виктор Алексеевич. Уважаемые товарищи коммунисты, вот смотрите, что такое Карл Маркс. А ведь это создатель капитала. Что такое капитал, как говорит Задорнов? Это капиталисты. Что писал, почему надо изучать Карла Маркса? Вот, честно говоря, когда в молодости Карла Маркса изучал, начинал 3 раза читать. Тяжеловато было. Очень тяжеловато было. Но ведь у него крылатые слова, и основное это лаконичное. Суть в чем? Товар, деньги, товар. А что такое капитал? Банки вы знаете, вам рассказывать не надо. Проценты вы знаете, вам рассказывать не надо. Олигархов вы знаете, рассказывать не надо. Давно умные люди, в том числе Задорнов Михаил, как говорится, заявил официально и нашему правительству, как говорится, о том, что не может быть у власти олигарх. Его интересуют только деньги. И как содрать с народа прибыль. Вы понимаете? Это все элементарно просто. И когда начнете изучать и все прочее, когда вы в это войдете, вам просто будет интересно. Потому что свои же деньги мы превращаем вообще во что? В продукт. Продукт питания. Покупаем что-то. Вот это движение и называется. Сколько лет Зюганов, Геннадий Андреевич говорит, надо развивать промышленность, а не продавать лес. Что делают олигархи? Не секрет. Просто продают. Хотя можно было делать заводы строить, фабрики строить, мебельные фабрики строить и готовую продукцию продавали. Тогда бы получилась прибыль. Элементарно все просто. Тут нету никаких заморочек. Это высшей математики здесь тоже не надо. Просто с хлебом сравнивать, и этого достаточно было. Если булка хлеба у нас раньше была килограмм,
как вы помните, да? И стоило 22 копейки. Но сейчас ведь все хитрят, абсолютно. Литр молока был литр, стал 800 грамм. Булка хлеба, кстати, стала 800 грамм. А цена поднялась еще на 10-15%. Про молоко я не говорю, про продукты я вам не говорю. Это постоянно мы видим. И в принципе это чирий должен рано или поздно разорваться, лопнуть, как воздушный шар. Вот за что мы и боремся. И самое обидное то, что выезжает в основном на пожилом поколении. Уже давно доказано, статистикой доказано прямо о том, что самые платежные, способные — это пенсионеры. Квартплата, все прочее. Но не платят, зараза, черт побери, капиталисты. Миллиардами уже до чего дошло, вы представляете, даже налогов не платят. Но люди вообще обнаглели. Почему? Потому что у власти стоит очень непорядочный человек. Называть не буду. И идем мы не тем путем. Потому что у него определенные интересы есть. И это не для секрета. И когда он развелся с женой и перевел детей, это самое, я сразу супруге объяснил. Это грамотный мужик. Но он как змея. И не нашим, и не вашим, бляха, и все прочее. И доигрался. Поэтому у нас один только путь. Социалистический. И товар, деньги, товар. Ура! Уважаемые товарищи, сегодня 5 мая тесно связала День советской печати и имя Карла Маркса. Они действительно очень тесно связаны, потому что это праздник слова честного, мудрого, справедливого. Вспомним 5 мая, это праздник советских журналистов. В 1912 году, 5 мая, вышел первый номер газеты «Правда». В 1922 году, через 10 лет, Владимир Ильич Ленин издал указ о том, что 5 мая отмечается День советской печати. Значит, 111 лет прошло со времени публикации первой газеты «Правда». Максим Горький имел непосредственное отношение, так как руководил литературным разделом газеты «Правда». В секретариате газеты «Правда» работал Молотов, нарком иностранных дел. А с 30 по 50-е годы до смерти Иосиф Виссарионович Сталин сам курировал издание газеты «Правда». В 91-93 году пытались газету «Правда» закрыть. Однако она живет и поныне является главным органом, печатным органом партии КПРФ. В 91 году Ельцин издал указ о том, что День печати отмечается 13 января. Какое же отношение имеет 13 января ко Дню печати? Дело в том, что в далеком 1702 году была создана первая печатная газета, которая называлась «Ведомости». И организовал создание первой газеты сам Петр I. Он был не только организатором, но и журналистом этой газеты. Причем приложил все усилия, чтобы народ понял и осознал, какую роль играет газета в жизни общества. Через год, только в 1913 году, вышла первая газета «Ведомости» с целью поднять дух солдат, которые воевали в Северной войне. Для того, чтобы распространить чтение газет, организовывались рестораны, причем кормили сладостями и давали чай всем, кто приходил и читал газеты. То есть роль государства к созданию культуры журналистики имеет не один человек, а государство. И, по-моему, сейчас это тоже имеет непосредственное отношение к нашему времени.
Потому что, помните, в 70-е, 80-е годы говорили о том, что театр исчезнет, а будет одно телевидение. Сегодня мы видим, что театр, наоборот, как духовная сторона жизни, набирает новые силы и обороты. Точно так же газета является органом печати и также влияет на умы людей и общества в целом. Поэтому касательно Карла Маркса я хочу сказать, сейчас выступали братья Дрон, я сама непосредственно была на их семинаре. Это очень замечательно, что наша молодежь продолжает изучать работы Ленина, Сталина, Карла Маркса, Фридриха Энгельса. Поэтому работы по изучению фундаментальных работ Карла Маркса, Фридриха Энгельса целая целина. Пожелаем же нам успехов в изучении их работ и связи их работы с нашей современностью. Ура, товарищи! Ура! Так, дорогие товарищи, завершаем митинг. Должен сказать, после Октябрьской революции имя Маркса и Энгельса стали очень популярны. Во многих городах памятники, площади, названные именем Карла Маркса. И до сих пор 1343 названия, говорят, в нашей стране, которые, значит, да, носят площади, улицы, переулки и носят имя Карла Маркса. Не знаю, недавно, вы знаете, у нас был коллизия вот в Чарапче, связанная с переименованием улицы Карла Маркса, да, в улицу Павла Пенигина. Мы протестовали против этого переименования и так далее, но, к сожалению, местные власти пока, значит, сохранили вот такую ситуацию. Но имя Карла Маркса, если вы ездили по сибирским даже городам, дальневосточным, везде это центральные улицы. В Иркутске, в Хабаровске и так далее. Это центральные улицы Карла Маркса. Даже в Москве, вот Охотный ряд, он назывался когда-то проспектом Карла Маркса, потом его просто вернули старое название Охотный ряд. Поэтому имя Карла Маркса и его дело, как сказал на могиле, вот при похоронах Карла Маркса, имя и дело Карла Маркса будет жить в веках. Я думаю, он был прав. Давайте, значит, мы еще раз поздравим друг друга с этой знаменательной датой. И, как говорится, мы митинг завершаем, но борьба продолжается. Ура, товарищи! Ура! Да, теперь возлагаем цветы памятнику.